Теплоотдача организма овцебыков при минусовых температурах среды в условиях Якутии. Выполнила Тихонова Александра Гаврильевна, руководитель Никитина Валентина Гаврильевна, научный консультант Большев Константин Николаевич. Актуальность. Тело овцебыка покрыто густой шерстью, состоящей из длинных костевых волос и густого пуха гевиута. Гевиут может составлять до 60-80% от всего объема шубы овцебыка. По минимальным расценкам, с одной головы ежегодно можно получить не менее 2-3 кг гевиута, килограмм которого стоит $300. Никакой другой вид сельскохозяйственных животных не может сравниться с ним по доходности. Цели и задачи. Цель – изучить теплоотдачу организма овцебыков при минусовых температурах среды в условиях Якутии. Задачи – определить площадь поверхности тела овцебыка, произвести оценку сопротивления теплопередачи и эквивалентной теплопроводности шкуры овцебыка, оценить мощность теплоотдачи всей поверхности тела овцебыка, сравнить теплоотдачу организма овцебыка с теплоотдачей якутской лошади. Научная новизна и практическая значимость. В доступной нам литературе в настоящее время нет данных по теплоотдаче домашних и диких животных в условиях минусовых температур Якутии и Российской Федерации. Сравнительный анализ с другими животными предстоит нам в будущем. Практической необходимостью исследований является то, что изучение обмена веществ позволит улучшить рацион животных, обеспечивающий продолжительную жизнь животных в условиях неволи. Также знание особенностей обмена веществ послужит теоретической основой методики быстрого приручения и разработки технологий содержания и кормления овцебыков в условиях фермы. Работа проведена в вольере, где содержатся овцебыки в зоопарке Ортодойду. Зоологические опыты на овцебыках не проводятся в связи с опасностью для жизни человека. Нами проведен эксперимент на одном животном, прирученном к человеку с детского возраста. Взрослые овцебыки не приручаются. Для определения теплового потока с поверхности тела овцебыка применен измеритель плотности теплового потока и температуры ИТП-11 и датчики теплового потока ДТП-0924. Для определения площади поверхности тела проведены замеры длины туловища, высоты в холке и в крестах, обмеры обхвата груди, обхвата живота, длины крупа. Также для более точного оценивания была сделана упрощенная 3D-модель овцебыка в программе Blender. При температуре воздуха минус 15 градусов Цельсия проведена серия замеров плотности теплового потока, проходящего через датчик от поверхности овцебыка. Всего произведено 7 замеров. Для оценки теплоотдачи шерстного покрова овцебыка нами проведено сравнение полученных данных с результатами эксперимента на якутской лошади. Замеры теплоотдачи проведены на лошади Серко в научно-производственном стационаре лаборатории селекции и разведения лошадей якутского НИИ СХ Соран Олбордах в Амгинском улусе 15 марта после замеров на овцебыке тем же прибором. Далее на слайдах приведены таблицы. Результаты исследований. Определены площади поверхности тела овцебыка и якутской лошади, как сумма площадей полигонов, составляющих оболочку трехмерной модели. Площадь овцебыка 3,24 квадратных метра. Площадь лошади 3,9 квадратных метра. Произведено уточнение измеренного значения и расчетная плотность теплового потока, которая составила 46,98 Вт на метр в квадрате. Произведена оценка сопротивления теплопередачи и эквивалентной теплопроводности шкуры овцебыка и лошади по формулам. Оценена мощность теплоотдачи всей поверхности тела овцебыка по формуле. В результате получено значение мощности теплоотдачи 141,88 Вт или 122 килокалорий в час, что в сутки составляет 12,3 мегаджоулей. Оценена мощность теплоотдачи всей поверхности тела лошади. У лошади при площади поверхности тела 3,9 квадратных метра теплоотдача составила 327,1 килокалорий в час или 51,28 мегаджоулей в сутки, что в расчете на 1 квадратный метр составляет 13,14. У овцебыка потери тепла через шерстный покров на 1 квадратный метр равны 4,7 мегаджоулей в сутки или в 3,2 раза ниже, чем у якутской лошади. Заключение. Теплофизические исследования показали, что полученные теплозащитные свойства шкуры овцебыка находятся на уровне качественных теплоизоляционных материалов, обеспечивающих высокий уровень адаптации. Эти же свойства способствовали успешной результативной интродукции овцебыка в арктической зоне, в основном за счет лучшей теплоизоляции кожно-шерстного покрова.
Выводы. Полученные нами данные по теплоотдаче в организме овцебыков являются результатом первого этапа исследования. В последующем будут использованы для изучения обмена энергии и особенностей теплообмена в организме овцебыков в условиях Арктики. Далее приведен список использованной литературы. Спасибо за внимание.